Уникальное собрание старинных мелодий в современной обработке, с которыми связан целый пласт культурной жизни Ингушетии. Республиканский оркестр народных инструментов готовится к концерту. Музыкальная программа подобрана. Сейчас артисты оттачивают мастерство исполнения. Репетиции проходят каждый день. У нас есть специальная программа, которую мы сейчас готовим. Это произведение «Даймок». Такие лирические произведения, которые мы играем. Мы с утра до вечера находимся в своем кабинете, работаем, занимаемся. Скрипка, фортепиано, гармоника, струнные, духовые и ударные инструменты вместе создают не просто мелодию, а целый шедевр, сотканный из самых разных оттенков музыкальной палитры. Добиться идеального звучания музыкантам удалось не сразу. Это результат долгих и кропотливых репетиций, рассказывает художественный руководитель и дирижер оркестра Илья Петренко. Оркестру нашему скоро исполнится уже 2 года. Мы были созданы в июне 2018 года. И за это время, за этот период уже, в общем, набрали довольно солидный репертуар, с которым мы уже концертируем. В оркестре у нас 25 человек уже работает, из разных республик. Илья Петренко возглавляет коллектив с момента возрождения оркестра после 10-летнего перерыва. К слову, на Северном Кавказе маэстро давно известен и зарекомендовал себя как блестящий профессионал. Петренко – выпускник Ростовской государственной консерватории имени Рахманинова и ученик всемирно известного дирижера, народного артиста России профессора Семена Кагана и лауреат нескольких всероссийских конкурсов. Художественный руководитель приглашен в Ингушетию, чтобы возродить визитную карточку республики, и уже добился заметных результатов. Мы, как творческий коллектив, не замыкаемся сугубо на национальной музыке и на национальной музыке одного народа. То есть мы стараемся расширять репертуар в разных направлениях, и мы сейчас играем и академическую, и классическую музыку, и эстрадную музыку тоже. То есть много экспериментов тоже в нашем творчестве. Профессионализм, опыт и талант – 3 качества, которыми Петренко руководствовался, набирая артистов в оркестр. Помимо ингушских исполнителей в коллектив пригласили музыкантов из соседних республик. В их числе солиста оркестра Рамзана Паскаева. Он сам пишет музыку. Несколько произведений Рамзана очень популярны на Северном Кавказе. Еще в 80-е годы сочинил. Она популярная, более в оркестровках, везде ее используют, как лезгинку, и как песни тоже. А название какое? Название это «Унеси мою любовь с собой» называется. Это на слова Белала Килоева. Он был начинающим в то время писатель и самодеятельный художник был. На его слова мне создалась такая тема. Репертуар музыкантов периодически дополняется новыми музыкальными произведениями. По словам художественного руководителя, в скором времени оркестр планирует представить на суд зрителей новые композиции. Какие маэстро пока держит в секрете. Амина Бокова, Асхаб Белакиев, Новости 24.